С театральной детской постановки о новых приключениях Красной Шапочки в волшебном лесу в канун Нового года стартовало торжественное мероприятие, которое было организовано для самых трудолюбивых ребят. Будь то спортивные достижения или отличная учеба, а может быть и заслуги на творческих конкурсах немалого масштаба. Успехи и победы стали проходным билетом для детей на крупнейшее новогоднее представление – елку главы администрации Сибая. У меня успехи в спорте. Ты чем занимаешься, каким видом спорта? Плавание. И какие ты места занимаешь на соревнованиях? Обычно первый. Я занимаюсь фигурным катанием. Я училась очень хорошо, старалась и пыталась. Фигурным катанием. Расскажи, про соревнованиях ты участвуешь в каких-нибудь? Да. Какие места занимаешь чаще всего? Первый, второй. Руководство города уверено, у всех сидящих в зале для развития взят самый правильный вектор движения. Со словами поддержки и благодарности за целеустремленность и эффективную деятельность, глава города Рустем Авзалов обратился к талантливым школьникам Сибая. Поздравляю с наступающим Новым годом. Конечно, желаю вам в первую очередь вашего здоровья. Здоровья, хорошей учебы. Действительно, очень много вы поработали в этом году. И вот этот вечер, который мы вас сегодня собрали, хотели вам сказать спасибо в первую очередь за вашу отличную учебу, за вашу очень правильную жизненную позицию, за то, что вы, не покладая сил в течение года, проявляли себя мудрыми, сильными, участвовали в спортивных соревнованиях, в общественной жизни ваших школ. Поэтому вам большое спасибо. Для всех участников утренника были подготовлены сладкие сюрпризы. В фойе театра традиционно прошли массовые игры и хороводы с участием героев новогодней сказки и аниматоров. Песни, пляски и, конечно же, звонкий детский смех стали главной высокой оценкой удавшегося мероприятия. Екатерина Марочкина, Радмир Асингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.